сказать, у нас Министерство образования, вы сейчас сказали, отменили все общественного фонда, не собирать деньги, такие слухи сейчас везде. Это слухи же. Это наши. Не, я вам еще раз говорю, недавно в 64-й школе было собрание. Все собрались родительский комитет, но вот этот приказ вышел с ошибкой. какой Там имеется не отмена фонда, а отмена побора. А фонд остается. Он обязательный или же он добровольный? Добровольный. Родитель, который не может заплатить эти 400, он не будет платить. А тот родитель, который может его платить, он будет платить. Зачем это? Которые могут помогать школе, будут помогать, да? А те, которые не могут помогать, они не будут. Пожалуйста, это во-первых. Во-вторых, вы же видите наши достижения нашей школы, да? Мы сейчас вложили лучше 20. А чтобы удержать учителей, что нужно наши? Вы сами прекрасно знаете, когда вы зарплату. Все хорошие учителя уходят в частную школу. А мы потом требуем с учителей, давайте нам ребенка, чтобы вы, значит, вы плохо сдать. Это дали знания. А мы же должны их поощрять каким-то образом. Тем более не все же 400 сомов уходят. Вы же все грамотные люди. Вы же видите, сколько налог идет, сколько идет на расходы. Что на уроке общественного фонда и не общественного фонда должны готовить письмо. Мы должны готовить письмо, мы отменяем платить налоги. Почему? Потому что мы добровольно собираем эти деньги. Мы куда будем платить? Мы сами должны решать этот вопрос. Уважаемые родители, у меня вот такое предложение на министерство. Пусть готовит письмо общественного фонда. Мы добровольно собираем деньги, да, значит, мы, это общественный фонд, родительский комитет, они сами должны решать эти деньги, все. Это не касается школы, правильно? Правильно. Мы должны письмо написать, мы не будем платить налоги именно НДС. Вот эти налоги мы не будем платить, мы отказываемся, какой будем письмо. Если у нас какой ответ получит, если мы какой ответ получим, про это будем заслужить. Мы собираем деньги, просто мы собираем деньги, несу государство платить. Грамотно. Да, пожалуйста. А то мы что-то